Мы находимся в Амге. Здесь местность Ефремовка, звероферма. Здесь мы часто отдыхаем. Это самое излюбленное место. Одна из самых красивейших мест нашей реки Амги. Пусть каждый житель нашей республики приходит, отдыхает, получает приятные эмоции и поправляет здоровье. Будьте здоровыми! После долгого перерыва мы 2 дня пробыли в гостеприимной земле Анёса. И благодаря любезности Леонида Николаевича, член-корреспондента Российской академии и академика нашей академии, мы здесь нашли как бы место, откуда наша работа будет проводиться по изучению экологии Амги. На всем протяжении является уникальной рекой от его, так сказать, обилия, от чистоты ее воды и так далее. Надо сказать, что экология всего бассейна Амги. Амга с древнейших времен была регионом передового земледелия. Здесь даже лучше, чем в Алюкме, это дело поставлено. Здесь об этом писали великие ученые Мендендорф и великий писатель русской земли Короленко. Никита Гаврилович такой, он душой и своими мечтами, он моложе нас. Вот, желанием охватить такие объемы и сделать пользу для народа нашей республики, вообще для нашей природы. Делать это с его знаниями и с его идеями. Человек зажигается, и он перепрограммировал, можно сказать, меня. 15 числа здесь закончился бензин, и здесь мы как бы плыли по течению, и тут вышел человек и нам машет рукой, и мы остановились, спросили, бензин есть? Он говорит, есть. Мы пристали к берегу, и у него бензин взяли, тут пообедали очень хорошо, познакомились. И с тех пор мы уже здесь тесно сотрудничаем с семьей Яковлевых. И решили здесь сделать базу. Вначале для того, чтобы охотоведческий факультет мы открывали специальность. И вот до Верхней Амги практику студентов проводить. Там все закрутилось так, что затем пришла идея, что оказывается Амга очень хорошее, благоприятное место. Здесь должно быть якутское Сочи. Вот здесь надо отдыхать. Зачем ездить в Сочи? Зачем вкладываться в Сочи? Деньги надо вкладываться в Амгу вкладывать. И здесь вот, это же ведь Амгинский улус, это Чурапчинский улус, это Таттинский улус, это Томпонский улус. Все это через 4 улуса идет Амга. Идея как раз уже окрылила нас всех объединиться и в этом вопросе поработать вместе. Усилия наших ученых, усилия нашей интеллигенции, бизнесменов, усилия населения, учащихся школ, учителей. Все это, если объединить, то получается как бы могучая, мощная народная сила, которая вокруг этой идеи, конечно, мы зажглись все и будем работать. Аркадий Петрович тоже в этом вопросе, не тоже, а вообще застрельщик. Мы все сегодня в этом глубоко убедились, в этом начинании. Ну, нас всех убедил, надо сказать,
Никита Гаврилович, наш главнейший ученый, человек, который без науки не может, человек, который дышит наукой, человек, который видит науку, человек все, весь от мозга, костей наука. Только слово за учеными. Ну, ученые придут здесь, поселятся, будут жить, работать, и с ними вместе будут работать население. И эта работа, как говорится, ждет своих тружеников. Наука, экология, население. И, конечно, тут семейные фермерские хозяйства получат развитие. Организация Объединенных Наций объявила десятилетие фермерских семейных хозяйств. Как раз здесь гендерная политика – это женщине дать возможность проявиться. И тут как раз можно заниматься якутским скотом, якутской породы скота. Здесь можно заниматься якутским табунным коневодством, здесь можно заниматься пчеловодством. Какие цветы здесь, какое разнотравие здесь. Амдинский мед, как звучит, да? Самое красивое место – это наша Амга. Амга, она находится как вот бы известкового скального вот этого вот желоба. Бежит Амга, бежит по ней. И тут очень тонкий такой слой, очень плодородный слой гумуса и вот это такая вот созданная действиями воды, бактерий, воздуха, природы, вот это все создано такая уникальная такая флора, на которой уникальная и фауна. Вот, и тогда я увидел впервые реку с такой чистой прозрачной водой. Вот это мне до сих пор сохранилось в памяти. Вот. Надо, как Никита Гаврилович сказал, и наш уважаемый Леонид Николаевич подтвердил, что работы должны проводиться комплексно. В первую очередь найти удивительные явления и памятники природы. Например, в Анёсе, вот Евсей Никифоров сегодня сказал, что есть стоянка древнего человека там. Вот такие места надо искать. И где-то я читал, что река Амга является жемчужиной центральной Якутии. Я бы не сказал только центральной Якутии, я бы сказал всей Якутии, может быть всей России. Вот. Нам надо бороться, сохранить. Получилось как бы содружество науки и местного населения. Но это самое главное. Наука нужна. Без науки не доказать, что происходит с природой. Что человек, он может вообще не только искалечить, а вообще свести к нулю нашу природу. Минус. Вот это народ уже понял. Без науки невозможно прогнозировать. Невозможно, что будет дальше. А наука говорит, что здесь очень в 60-х годах, 70-х годах вырубка была. Вот как вы сказали, да? Никита Гаврилович. Вырубка была. И эта вырубка показалось, что это сказалось на рельефе, на местности, заболачивание происходит. И не только заболачивание, а без леса высыхает, ручьи высыхают, и речки, которые впадают в Амгу, высыхают. И в результате полноводность воды, меньше воды становится. Меньше воды, значит, меньше рыбы. Меньше воды, значит, меньше сенокоса,
Меньше воды, значит, Амга меньше становится, река меньше становится, бассейн вокруг Амги, этот действующий благоприятно на всю эту такую прекрасную природу. Это все сказывается. Так же? Должны проводить вместе общественностью. Это общественной палатой Николаем Барамыгиным, который очень большой опыт содружества с Японией имеет. Там у них природа относится как к святыне. И вот у нас должна быть передача вместе с ними. Я думаю, что Алексей Григорьевич вот то, что снял, можно и предложить на этом заседании.